Четверг, 8 февраля, в эфире телеканала АТР «Заман». Я София Бляева. Здравствуйте. Семья фигуранта так называемого дела Виджей-Кашка Кезима Аметова требует срочного медицинского обследования для заключенного. Вчера в СИЗО Симферополя его посетил адвокат Эмиль Курбидинов и сообщил, что здоровье его подзащитного ухудшилось. Обострилась гипертония и боли в сердце. Кроме того, Курбидинов сообщил, что условия содержания Кезима Аметова нечеловеческие. Не хватает коек, повсюду крысы и клопы. За последнее время у него настолько все ухудшилось, я имею в виду состояние здоровья, что мне приходится об этом говорить, буквально кричать, потому что я знаю своего отца, он никогда бы, если там немного приболел, он бы не сказал. Значит, тоже критично. Дабы избежать негативных последствий, я поэтому хочу, чтобы работники СИЗО медицинские, обратили внимание на состояние здоровья моего отца. 15 января закончился срок содержания Кезима Аметова под стражей, но его не освободили. Адвокат Эмиль Курбидинов направил в оккупационную прокуратуру жалобу из-за условий содержания и потребовал немедленно освободить Аметова. В ноябре прошлого года российские силовики задержали 4 крымских татар: Кезима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерминджа. Их обвиняют в вымогательстве. Во время этой так называемой спецоперации ветерану национального движения крымских татар Виджей-Кашка стало плохо. Ее сердце остановилось в карете скорой помощи. Российский адвокат Николай Полозов обжаловал отказ Тверского районного суда Москвы, который отклонил иски заместителей председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Речь идет об исках к администрации Путина с требованием рассекретить сведения о так называемом помиловании и выдворении их из Крыма. 25 октября Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза оккупационная власть Крыма передала Турции, и уже оттуда они переехали в Киев. Иллюзий мы, конечно, никаких не питаем. Понимаем, что в России суда нет. Вряд ли российская судебная система пойдет против администрации президента, учитывая авторитарный стиль становления нынешнего режима. И наша задача при таких обстоятельствах пройти все необходимые инстанции на территории России для того, чтобы в последующем обратиться в Европейский суд по правам человека. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продолжает рассмотрение апелляций на штрафы, присужденные крымским татарам за участие в одиночных пикетах. Уже отклонена одна апелляция, еще 2 должны рассмотреть. Массовые жалобы поступили в так называемый суд после того, как оккупанты оштрафовали 80 крымчан за участие в одиночных пикетах, которые состоялись 14 октября прошлого года. Также в эти минуты так называемый Верховный суд Крыма должен приступить к рассмотрению дела Бахчисарайской четверки о так называемом терроризме. Рустема Бельтарова, Ремзи Меметова, Энвера Мамутова и Зеврея Псиитова оккупанты задержали 12 мая 2016 года после обысков в их домах в Бахчисарае. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. Под прикрытием Олимпиады Путин поднял войска Южного округа, привел в готовность Черноморский флот и оккупировал Крым. Об этом в суде по делу о госизмене президента Беглеца Януковича заявил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук. Убежден, аннексия Крыма готовилась заранее. Изнутри кампанию сопровождала мощная информационная поддержка, организованные толпы местных сторонников и переодетых российских военных. Вместе с тем была организована серия измен среди высшего руководства украинских военных подразделений на полуострове. Командиры кораблей получили фейковые команды не оказывать сопротивления. Сам Гайдук признался, тоже получил поддельный приказ о капитуляции. Там було розпорядження за підписом міністра оборони Тенюка щодо зниження бойової готовності до постійної і вказівка мені здати зброю і боєприпаси на склади під гарантії Чорноморського флоту Російської Федерації.
Владимиру Балуху исполнилось 47 лет. Этот день рождения он проводит в Симферопольском СИЗО. 16 января оккупационный Раздольнинский райсуд приговорил его к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии поселения. Российские спецслужбы обвинили Балуха в незаконном хранении оружия, которое якобы нашли на чердаке его дома во время обыска. Владимир Балух никогда не скрывал своей проукраинской позиции. С начала аннексии Крыма вывесил на своем доме украинский флаг и адресную табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18». Дома Владимира Балуха уже 2-й год ждет его мама Наталья Балух. У женщины серьезные проблемы со здоровьем. Она с трудом ходит, рассказывает, очень тоскует по сыну. Ніколи нікому не відказав, в селі. Там яка жінка обратилась до нього, в нього як нема врем'я, ну він все одно не відкаже. Він любе врем'я, от ніколи не відкаже. В нього якийсь такий характер, що він не може відказати. І на своєму бензині, і на тому мотоблокі, і привезе, і спашить, і засіє. Все він робив, все. День рождения в российской тюрьме сегодня отмечает еще один узник Кремля, украинский журналист Роман Сущенко. 49-й день рождения он встречает в московском СИЗО Лефортово. Его семья инициировала флешмобы, и теперь все желающие могут поздравить Романа Сущенко, записав видео поздравления. Детали далее в сюжете. Удачи только, чтобы побыстрее вернулся, освободили его. Свободы и восстановления справедливости. Родным никогда не сдаваться, верить в самое лучшее и надеяться, что все-таки все будет наилучшим образом. Такие пожелания украинскому журналисту Роману Сущенку передают киевляне возле российского посольства в столице. Здесь уже несколько дней висит баннер с его фото и приветствием. Его установила семья Романа. Таким образом, хотят поздравить, напомнить о политзаключенном Романе Сущенко и выразить протест незаконным действиям России. Баннер сотрудникам российского посольства не понравился. Охрана даже вызывала полицию. Вийшов охоронець з посольства російського і почав запитувати, власне, що ви тут робите, навіщо ви це ставите, приберіть і так далі. Викликав поліцію, але, в принципі, маємо всі дозволи і це все законно, тому чому, власне, ні. Оскільки поліція не знайшла ніяких проблем, не побачила, що щось тут в цьому є не так, тому, власне, баннер залишився на місці. Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года. 3 суток родные не получали от него известий. Лишь 2 октября узнали, что он в московском СИЗО Лефортово. Туда наведались сотрудники общественной наблюдательной комиссии. Им Роман сообщил о задержании, психологическом давлении и о том, что семья не знает, где он. С тех пор каждые 2-3 месяца московские суды продлевали срок задержания. Жена и дочь только 4 раза за 15 месяцев встречались с Романом и столько же раз общались по телефону. Связь поддерживают через адвоката. Изредка получают письма. Повністю за весь рік, починаючи з 2016 року і ось буквально до січня 2018, їх було трошки більше 13. Однак, коли в своєму листі батько написав, що це 47-й його лист до нас, я зрозуміла, що цих листів мало бути вдвічі більше. Коллеги Романа говорят, на адрес Укринформа поступает очень много писем от неравнодушных граждан. Оксана Носкова работала с Сущенко в течение 8 лет, до его командировки в Париж в 2010 году. Осень 2016-го вспоминает с волнением. Це був шок. Шок для всіх, тому що колеги, навіть які були за кордоном в той момент, чи які були вдома, між собою переписувалися, зідзвонювалися, говорили, що це таке неможливо. Вдалося дуже швидко вийти на Фейгіна. І таким чином, як то кажуть, найперша підтримка то була в ті перші години. Сейчас семья Романа Сущенко, его друзья и коллеги с нетерпением ожидают начала судебного процесса в Москве. Говорят, до суда и приговора обменять или просто освободить Романа нереально, потому что для России это показательный процесс. Чекають цього моменту, коли почнуться основні засідання суду. І, власне, я думаю, що тоді якраз і будемо піднімати цю хвилю. Дуже сподіваємося на те, що підтримують цю ініціативу і міжнародні організації, правозахисні організації, журналістські організації по всьому світу. Виктория Бойко, Никита Проскурин, Заман, АТР.
В Санкт-Петербурге люди вышли поддержать российских политзаключенных. Это очередная бессрочная кампания «Стратегия-6». Формой своего протеста они, как крымские татары в оккупированном Крыму, выбрали одиночные пикеты. Подробнее далее в сюжете. Это действие против государства. Вот этот человек террорист. Он недостоин того, чтобы за него вот кто-то стоял. Я за него стою. Даже не знаю его лично, но знаю его историю ужасно. Не все прохожие питерцы понимают участников пикетов поддержки политзаключенных бессрочной кампании «Стратегия-6». Однако активисты не прекращают выходить на улицы, чтобы хоть как-то сказать о произволе российских властей. Аюб Титеев – один из тех, чье фото на плакатах. Он правозащитник и глава чеченского отделения организации «Мемориал». В начале января его задержали якобы за наркотики, а затем обвинили в терроризме. Оппозиционные российской власти активисты считают это местью за расследование, которое он проводил. Это в конце января вспыхнувшее внезапно дело так называемой террористической сети и ее петербургского якобы отделения по версии ФСБ под названием «Марсово поле». По этому делу были подвергнуты пыткам. Акция «Стратегия-6» началась как общественная кампания в поддержку узников 6 мая, первых жертв волны политических репрессий в России. Тогда это был ответ власти на массовую акцию протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года. С тех пор в России не прекращаются политические преследования, запугивания и месть за любую критику власти, говорят правозащитники. Именно из-за этого свою акцию «Стратегия-6» назвали бессрочной. Виктория Облязова, Заман, АТР. Поездка 3 немецких депутатов в оккупированном Крыму продолжается. Подконтрольная Кремлю власть полуострова не нарадуется этому визиту. 3 представителей правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» представляют региональные парламенты, а не известные критики Евросоюза и санкций против Кремля. Накануне украинский посол в Германии Андрей Мельник встретился с руководством фракции «Альтернативы для Германии». Говорит, лидеры партии согласились с аргументацией Украины и открестились от визита в Крым своих однопартийцев. Появились видеодоказательства очередного акта вандализма в ханском дворце в Бахчисарае. Возле Занджирлы-Медресе местные оккупанты оставили балки и черепицу. Это те самые старинные детали ханского дворца, выброшенные как мусор. Бывший председатель Республиканского комитета по делам межнациональных отношений Крыма Эдем Дудаков заявил, оккупационная власть превращает дворец в стилизованную бутафорию. После такого ремонта дворец навсегда может потерять шанс попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО. И вот посмотрите на эту балку, если посмотреть, она видно, она на срезе, что она в очень хорошем состоянии. Она просто вся намокла. На каждом срезе я вижу нормальную действующую балку, которую вот превратили вот в это. Они говорят, а мы сделаем новый. Ну вопрос-то, это же не реставрация. Детские рисунки для политзаключенных. Общественный проект «Крымское детство» продолжает начатую 2 месяца назад акцию «Язуметом. Пиши, моя умма». В соцсетях опубликовали новые фото детского творчества в поддержку узников Кремля. Среди авторов и дети крымско-татарских политзаключенных. Письма передадут в тюрьмы и СИЗО. На сегодняшний день очень много мы получили писем и рисунков, личным сообщением на страницу крымского детства. Это какие-то мысли, чувства, эмоции детей, а также рисунки, которые родители этих деток отправляют ребятам, политзаключенным. Это все, что мы успеваем вам рассказать. Не пропустите следующий выпуск «Заман» менее чем через час. Оставайтесь с АТР.